за 25 год признать деятельность удовлетворительной. Это отдельный вопрос. Голосуем. Кто за? Кто против? Воздержался? Переходим к следующему. Почему вы препятствуете переходу садоводов на прямые... Каким образом? Вы просто не предоставляете документы и даете... Кому я документ не предоставил конкретно? Вы знаете, с Татэнергосбытом никаких вообще проблем нет. У нас нет проблем с Татэнергосбытом. Кому я препятствовал? Вы отвечаете за свои слова или снова порочащие сведения распространяете? Конечно, порочащие. Конечно, порочащие. Ну вот вы признались сами. Нет никаких проблем, все, кто хотели, перешли. А кто подходил? Кто подходил с просьбой перенести на Татэнерго? Кто? По фамилии скажите. Кому я что-то отказал или препятствие делал? Вам я делал препятствие? Вы тогда не успели. Я вам препятствие делал или нет конкретно? Ничего не зависело, когда я переходила. Ну тогда как я могу, если от меня ничего не зависит, делать препятствия какие-то? От людей я слышала, что вы не предоставляете... Слышим звон, а не знаем, где он. Рамазанова, может, вам отказали, что вы пошли на Татэнерго, а документы не дали? Да что? Да я пока еще не пристала. Мы подключены отдельно к Татэнергосбыту. Проблем никаких нет. Едете в Зеленодольск, заключать договор с Татэнергосбытом. У вас какие проблемы-то? Мы платим отдельно. В любой момент к нам могут приехать и посмотреть, сверить счетчики. Я подаю сведения через приложение и плачу авансом всегда. У меня тоже нет проблем. Но я слышала от людей, что... Не надо сплетни собирать. Зачем вы сплетни собираете? Причем здесь сплетни? Как может Борис Борисович на это повлиять? Вы вообще что ли? Ну какой вот ваш документ? Я вас считаю должниками по взносам, а не по электроэнергии, в конце концов. Ну что вы опять начинаете, придумывать на ходу? Значит, следующий вопрос. Вопрос о передаче земель общего пользования в общедолевую собственность садоводов. Что это означает? Это означает, что каждому садоводу будет выделен участок. Знаете, что это означает? Знаете? Молодцы. Я вот для тех, кто не знает, объясняю. Значит, это означает, что часть земель общего пользования из 2,5 гектар общего пользования, они будут добавлены к площади участка. То есть по 20, по 25 квадратных метров примерно. Вот. И, в общем-то, чем это хорошо? Да, в пределах 6 соток налогом не облагается все равно. У нас участки, которые более 6 соток, получатся единицы. Поэтому платить... Да. И это будет зона ответственности Даутова. И зимой вы будете приезжать и чистить лопатой до середины аллеи. Будете чистить. Решение общего собрания, и с этой выпиской вы пойдете и будете регистрировать. Для того, чтобы передать эти земли в общее пользование садоводов, смотрите, что нужно. Фамилия, имя, отчество, реквизиты документов каждого садовода. Да. Это все к протоколу будет. Кадастровые номера, все это будет. Относящихся к имуществу общего пользования. Вы на кадастровый учет поставили здание правления. Зачем здание? Здание-то при чем здесь? Мы участок, а не здание. Даутова, не топчитесь, не топчите. Не надо переминаться с ноги на ногу. Я хотела сказать, что Я вам еще раз говорю. все, что связано с землей, принадлежит судьба единая. Это не единая судьба. Это участок. Все. Уважаемые садоводы, давайте голосуем. Кто за передачу в общедолевую собственность? Никто платить лишнего не будет. Даутова,
Вы невнимательно меня слушали. Я сказала, что в ближайшее Кто время против? за землю общего пользования просто не будем платить. А потом не будем платить вообще. Никто не сможет зарегистрировать. У нас запрет регистрации висит. Да снимем мы этот запрет! Что вы вот успокойтесь? Почему он... Я вам еще раз говорю. Да, то почему вы до сих пор решение суда не исполнили? А вы почему не... Я вам еще раз говорю. Вы 4 года мучились судами. Вы вопросом на вопрос не отвечаете. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какой размер Следующий вопрос. каждого садовода? Да, то придете... Пропорционально площади его участка, я сказал. Какой? Да, то приходите в правление и выясняйте частные вопросы. А в правлении разве кто-то есть? Всегда есть. Для нас никого нет. Как так, а? Уважаемые садоводы, 7-й вопрос. Нам нужно утвердить целевой взнос для тех, кто уклонился от оплаты в 2024 году. Взноса 200 рублей с сотки. Я предлагаю, Это для вас. это законно, это законно, это законно. Вот мы сейчас новое решение принимаем. Мы, я вам еще раз говорю, вы Даутова не вводите людей в заблуждение. Мы принимаем новое решение собрания, а не решение суда. Да, то ваше прошлогоднее решение еще не отменено. Не отменено. Значит, А мы предлагается сейчас примем новое решение. 200 рублей И вы с будете сотки исключены, для тех, и вы, кто- и это вся ваша шайка. для тех, кто не оплатил в 2024 году целевой взнос и продолжает пользоваться и водой, и по щебенке ездят, которую мы в 2024 году завезли, предлагается 200 рублей с сотки установить им целевой взнос. И установить пени для каждого в размере 1000 рублей с участка. Кто за? Раз вы не понимаете по-русски. Кто против? Следующий вопрос. Значит, по поводу оплаты электроэнергии. По поводу оплаты электроэнергии больной вопрос. То есть вот говорят, давайте все перейдем в энергосбыт. Давайте перейдем в энергосбыт все. Давайте. А вот до тех пор, пока хоть один садовод останется, не переведенный в Татэнергосбыт, у юридического лица остается договор на электроснабжение. И все потери в СНТ, в том числе из-за того,